объявить второй дальневосточный медиафорум открытым. Я искренне благодарю Юрия Петровича Трутнева, полномочного представителя президента по Дальнему Востоку, за решение провести второй медиафорум дальневосточный здесь у нас в Якутии, на реке Лена. Благодарю за поддержку и помощь информационного агентства ТАСС, всех экспертов, коллег из разных регионов. На самом деле работа медиафорума началась уже вчера. Многие из вас прониклись полностью атмосферой Якутии, став участниками одного из самых значимых для нас событий, самого крупного национального праздника на территории всей нашей великой страны, национального праздника Исэт-Туйман. Я вообще удивлен, что после него 10 взрослых людей еще в зале сидят. Я вчера вечером, точнее ночью, так как я приехал домой в 5 утра, мне говорил, что завтра мне надо в 10 выступать. На меня смотрели, знаете, не передумывались, лучше скажи, что хочешь поспать. Какое 10 утра после первого дня ИСЭТа может быть рабочее совещание в Сахатьяне. Вот. Я сказал, журналисты люди такие, они все делают не по коронам, посему в 10 утра решили по радам. Москвичи это люди такие, практически дикие, так? Поэтому интересно, что ИСЭТы, которые пришли к нам из глубины веков, всегда были, выражаясь современным языком информационного общества, такой, знаете, важнейшей информационной площадкой для людей, которые раз в год съезжали с огромных территорий, чтобы пообщаться, поговорить, обменяться различными новостями, сделать определенные планы на следующий год. А исполнители нашего национального таюка, они всегда были своего рода определенными коммуникаторами информации. А Таюксудах всегда говорили, поет обо всем, что видит. Если бы вот здесь стоял Таюксуд, он сейчас бы исполнил повествование об этом зале, о людях, которые здесь сидят, кто спит, кто не спит, кто как смотрит, кто красивый, кто не очень, но очень. При этом они умели тут же проникать в суть и философию событий и донести их до самой широкой аудитории. То есть, на мой взгляд, это был идеальный прообраз таких, знаете, смысла современных медиа. Я уверен, что прежде всего форум даст возможность участникам ощутить внутреннюю энергию и мощь нашей Земли, масштаб миссии многих поколений ее жителей. Мы будем говорить о перспективах, которые открываются перед гигантским макрорегионом, в которых, конечно же, прежде всего приоритет принадлежит национальным целям всей нашей России. Якутия всегда позиционировала себя как форпост России на северо-востоке Евразии. В 17 веке за жизнь всего лишь одного поколения Россия сделала огромный скачок, превратилась в великую державу, сделала рывок от Урала до берегов Ледовитого и Тихого океана. Якутия сыграла в этом огромную роль. Все города Дальнего Востока, Забайкалья, они основаны именно отсюда. Русская Америка осваивалась отсюда. И, конечно же, сегодня вот ее территория свыше 3 миллионов квадратных километров, это территория такой страны, как Индия, она, конечно же, играет такую же огромную роль в развитии нашей страны. Сегодня, когда дальневосточная политика страны расширена ответственностью за развитие арктической зоны, мы можем уже более точно сформулировать такие долгосрочные стратегии республики. Мы можем брать на себя решение самых масштабных задач, более эффективно управлять колоссальными ресурсами, руководствуясь теми приоритетами страны, которые определены нашим президентом. В наше время, когда нет никаких преград для информации, одним из ключевых факторов успеха, конечно же, является продвижение позитивного имиджа региона. Мы декларируем полную открытость информационной политики республики. Мы понимаем, что именно такой выбор соответствует нашим стратегическим целям. Главная наша цель, чтобы все якутяне, от столицы и промышленных наших центров до самых далеких арктических сел, жили счастливо и богато. При этом Якутия открыта для всех, кто способен полюбить ее, привнести в ее развитие свои ресурсы, интеллект, технологии, инвестиции. Мы видим республику, мы видим наш Дальний Восток и Арктику местом самых таких позитивных динамичных преобразований, местом силы, где на самом деле невозможное становится возможным. Многие ребята, которые сегодня работают в нашей команде, они приехали сюда из Москвы, из других городов России, при этом покинули очень такие хорошие престижные места. И самый главный их мотив – это то, что Якутия сегодня вызов. Якутия – это то место, в которых осталось не так много на земле, где на самом деле можно делать проекты планетарного масштаба. И я уверен, что именно с таких позиций мы будем
зажигать образ нашего огромного края в неотъемлемой части нашей великой страны. Я желаю вам всем плодотворной работы, интересного общения и отличного настроения. Спасибо. Ну что ж, начнем.